ранні ранок ми сустракаем у Пружанах, адсюль кіруемся глыбей у раён. Так што далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае. Ой, на лугу, на лужочку, ой, на лугу, на ложочку пливуть гусі у радок пливуть. Моя маті бідно жила, моя маті бідно жила. Ой, не зложила, чи то таких кумов брали, чи то таких кумов брали, що мені щастя не жадали, ой, не жадали. Я на ганочку стояла, я на ганочку стояла, росу косоньку чесала, косу чесала. Коса моя чесаная, коса моя чесаная, я дівчина нещасная, ой, нещасная. Ой, пойду я з тої в луги, ой, пойду я з тої луги, розкажу горе подруги, горе розкажу. Ой, на лугу, на лужочку, ой, на лугу, на ложочку пливуть гусі у радочку пливуть. Як я була мала-мала, колихала мене мама, ой, дубе-дубе, колихала мене мама. Калектыў «Бабіна лета» заснавала ў 1989 годзе Тацяна Пушко на базе Аранчыцкага дома фальклору. Апроч таго, аранчыцам ёсць чым ганарыцца. Тут жывуць Мікалай і Вольга Мароз, якія цудоўна плятуць кошыкі. Ой, дубе-дубе, сталі хлопці колихаті, ой, дубе-дубе, сталі хлопці колихаті. Ковбаси можна посушити в ньому, рибку посушити, ну такі от. Плесці кашы сямейная пара пачала, як гэта часцяком здараецца, калі выйшла на пенсію, ды з'явілася багата вольнага часу. Цікава, што гэтаму занятку іх ніхто не вучыў. Це такі ядловець, це вот на эту, на дужки і на эти. А сюди лоза. А тут лоза, а тут десь нитку, десь дротика такого для украски. Вытворцы цалкам адказваюць за якасць сваёй прадукцыі. Кожны кошык можа з лёгкасцю прайсці своеасаблівы краш-тэст. На любом коше, о, побачте, о, я не то, що сяду, о. Не пропустила магчымасці паспрабаваць кошык на моц і я. Не бойтесь, не бойтесь. Дарэчы, калі вы лічыце, што кошык рэч прымітыўная, дарма. Як і ў кожнага прыстасавання, ёсць у яго інструкцыя па карыстанні. Большинство молодежи копает, сыпют через дужку. Вот мешок и так, чтобы сыпать. А это еще колесник. Это вон, чтобы сыпать вот так. А не так, вот через дужку. А если через душу, значит, его треба яйцеобразно, вот так и пишет. Ох, а мені то й не по душі, що приходив у кожусі
ой, дубе, що приходив у кожусі, ой, дубе, що приходив у кожусі. Ох, а мені той сподобався, що на гузи зашпілявся, ой, дубе, що на гузи зашпілявся, ой, дубе. Пра паходжанне назвы вёскі Аранчыцы існуе прыгожая легенда. Кажуць, на месцы паселішча калісьці былі непраходныя лясы, якія належалі графу Аранчыцкаму. А колішнія аднавязкоўцы сям'і Мароз Ульяна Патапчук ды Сідар Зуй дажылі да 105 і 93 гадоў адпаведна. Яны распавядалі, што аднаго разу паляваў пан Аранчыцкі ў гэтых лясах ды вырашыў заначаваць. Цяпер на колькі хвілін пакінем Аранчыцы і звернем позірку бок сталіцы, дзе прагне пачуць сваю адзіную песню наш сённяшні госць, лідар гурта Джей Морс Уладзімір Пугач. Всем привет! Вы находитесь в Дворце искусств имени группы Джей Морс. Именно здесь мы репетируем. Это Сережа Щурко, наш гитарист. У него есть специальная репетиционная гитара под названием Fender Stratocaster Homemade Custom Shop Body. А это его кнопки внизу. Он на них нажимает, и льется музыка. Иногда. Валерий Дасюкевич, бас-гитара группы Джей Морс. Человек с самыми толстыми струнами среди нас. А это Павел Мамонов, наш барабанщик. Человек, который громче всех играет на репетиции и на концерте. Ночью не хочется следить за дорогой, некому сказать, я сам поставлю музыку, трогай за мной грузовик с бетоном. Я машинально делаю громче на полтона. Все спешат, всех ждут дома. А еще вам большой привет от двух наших участников, которых сегодня нет на репетиции. Это Юра Геращенко, наш пианист и клавишник, и Владимир Поздняк, наш перкуссионист и вокалист. У них уважительные причины сегодня, они взяли отгулы. Вот предпоследнее проведение, где ты играл вот это и есть соло, которое надо, в принципе. Понимаешь? То есть не Марк Knopfler, а вот такие вот кочевые штуки. Мы пока порепетируем, а вы возвращайтесь в деревню. Серый утел, серый утел, дай по морю плаває, матір дочки, дай прожиття питай. Єсть у мене, єсть у мене, дай 3 гора для мене. Єсть у мене, дай 3 гора для мене. Перше горе, що свекровка лихая, друге горе, що дитина мала, третє горе, що мой милий ленивий, третє горе, що мой милий ленивий. Ой, бон їде, ой, бон їде, даю поле горацій, мене бере, дай воли поганять. Званне народны фальклорны гурт «Бабіна лета» атрымаў у 2002 годзе. А ў гэтым доме жыве мясцовая знакамітасць Александр Голубеў. Дай воли половиє,
После увольнения из армии я был военнослужащий, замкомандира полка здесь. Начал строить дом, появлялись отходы. Ну, вот с отходов начал потихонечку делать. Ну, дошел до того, что и люди просили, я учился. Литературу искал, по Беларуси ездил, по деревням спрашивал. Продаю, кто заказывает. Ну, и так делаю просто. А в городе верба росла, а в городе верба росла, там стояла девка красная. Из любого дерева можно сделать чудеса. Для засолки, например, идет лучше всего осина. Для вина и для напитков лучше всего идет дуб и липа. Для того, чтобы они были более пригодные для хранения вина, они обрабатываются сверху пчелиным воском. Ее доля несчастлива, ее доля несчастлива, нема того, що любила, нема його, дай не буде, нема його, дай не буде, розраяли злые люди, розраяли Відавочна, што спадар голубяў можа займацца сваёй справаю дзякуючы багатым навакольным лясам з магутнымі дубамі-волатамі. Мажліва, калісьці пад адным з такіх дубоў і заначаваў пан Аранчыцкі. Уначы ён прысніў, што мусіць на гэтым месцы пабудаваць царкву. Кажуць, калі разабраць падмурак цяперашняй Аранчыцкай царквы, то пад ім можна знайсці пень таго самага дрэва. Натуральна, што гэта будынак царквы новай, але дакладна вядома, што той у легендзе апісаны храм пачыналі закладваць. Пра гэта сведчаць пабудовы для рабочых, што месціліся там, дзе зараз хаты Васіля Кушы ды Пятра Пухоўскага. Мы працягваем далучацца да спрадвечнай спадчыны ў вёсцы Аранчыцы Пружанскага района. Вы ж пакуль вярніцеся ў Мінск і паглядзіце, чым займаецца Уладзімір Пугач у свае рэальныя дні. Вы снова на репетиционной точке группы G-Morse. Мы здесь репетируем крайнюю песню из нового альбома, между прочим, который выйдет впервые за 5 лет этой осенью, в сентябре, я очень надеюсь. И порадуем себя, я надеюсь, и вас. Тебе совсем не надо там, где я, наверное, где-то в небе приходил ангел, наверное, нет мест, где бы я не прятался от себя, от Эвереста до Англии. Я уже достал своего ангела. Я рассказал вам вкратце о наших новостях, и чтобы вас не подвести, и действительно осенью случился этот самый новый альбом, нам надо еще немного порепетировать. Увидимся. Ой, там калямлина, ой, там калягор, заприка девку нову комор. Не пойду, казача, не пойду с тобой, бо я молодая, боюсь наговор. Не пойду, казача, не пойду с тобой, бо я молодая, боюсь наговор. Не пойду, казача, не пойду с тобой, бо я молодая, боюсь наговор. Не бойся, девчина, не бойся нікого, казак молоденький не зробить нікого. Не бойся, девчина, не бойся нічого, казак молоденький не зробить нікого. Не бойся, девчина, не бойся нічого, казак молоденький не зробить нікого. Устала я рано, до сонця здається, ляжить казак ложку, ляжить і сміється. Устала я рано, до сонця здається, ляжить казак ложку, ляжить і сміється. Устала я рано, до сонця здається, ляжить казак ложку,
ляжить і сміється. На тобі, дівчина, 100 рублів на пиво, 100 рублів на пиво і 10 на мило. Іван, напивайся, милом умивайся, каб матір не знала, де ти ночувала. Народны фальклорны калектыў «Бабіна лета» спявае пераважна мясцовыя песні, сабраныя па навакольных вёсках. Адшукалі мы ў Аранчыцах і яшчэ адную майстрыцу. Ніна Андрыенка не толькі традыцыйна вышывае, але і займаецца больш нетыповаю справаю – роспісам па шкле. У меня немножко есть склонности к рисованию. Вот. И мне захотелось узнать, как это техника росписи по стеклу. Я, значит, связалась сейчас с одной женщиной, познакомилась с Пружан Кулецкая Мария Николаевна. Вот, она меня научила, дальше как бы я сама уже делала. Вот это роспись по стеклу, вот это вышивка. Дальше уже как бы я увлеклась вышивкой. Вот это после моих сельских работ, это мой отдых. И вот этот стол сделал муж. И мы решили сделать еще декупажи. Вот эти вот цветочки, вот это декупаж. Это тоже как бы рамка сделана по стеклу, роспись по стеклу. И фотография моей внучки сделана. Ой, там, каля гору, казахли, как девку, у нову комору. Ой, там, каля млина, ой, там, каля гору, казахли, как девку, у нову комору. Як до довушки Параски, да все сватался ухажер, старый лысый носатый, глуховатый Никанор. Хорошуха моя, веселуха моя, выйди замуж за меня, снова буду тебе. Хорошуха моя, веселуха моя, выйди замуж за меня, снова буду тебе. Як коровку доить будешь, буду мухи отгонять, а як дрова сечь будешь, буду тресочки сбирать. Хорошуха моя, веселуха моя, выйди замуж за меня, снова буду тебе. Хорошуха моя, веселуха моя, выйди замуж за меня, снова буду тебе. Пироги печь ты будешь, буду я их поедать, а за морсом на кратках буду воду подавать. Хорошуха моя, веселуха моя, выйди замуж за меня, снова буду тебе. Пакуль мы працягваем музычны экскурс у гісторыю вёскі Аранчыцы, вы вярніцеся ў Мінск і паглядзіце, што адбываецца там. Это снова Владимир Пугач, но мы уже с вами не на репетиционной точке, а неподалеку в парке. Люблю проводить свободное время в уединении, на природе. Как правило, я просто беру велосипед и наворачиваю круги вокруг Минского моря. Мне так удобнее как-то приходить в себя. Не можешь понять рифм, попробуй поймать ритм с открытыми окнами. Я обгоняю ночной май, так просто без мыслей, не чувствуя взгляд и след. Попробуй поймай свет, давай. Я в свое время перенасытился поездками в Европу и в последнее время предпочитаю либо ездить в Юго-Восточную Азию, куда-нибудь в Гималаи. Поскольку это происходит редко, то я пробавляюсь тем, что езжу по Белоруссии, по всяким озерам лесным, забытым, где до сих пор еще можно встретить, нет-нет, да и встретить следы мамонта свежие и прочее. Такие ледниковые настоящие озера. Брославские, Голубые озера, у себя на родине в Пинске, где обширнейшая водная система, любим на моторках погонять тоже. В общем, все, что связано с природой, это мое. Ну что, нам, похоже, пора в студию. Гуляла девчина в вишневом саду, шивала и рвала зеленую траву, шивала и рвала зеленую траву, кидала, бросала аж под ворота. Не смійся, козаче, що я сирота.
насміхайся, козаче, не насміхайся, не пойду за тебе, не сподівайся. Завершивается наша вандроўка по Пружанскім раёне. Я покидаю вас оценивать новую версию старожитной белорусской народной песни в выкананні фронтмена гурта Джейморс Владимира Пугача. Мы ж кіруемся далей, убачимся на наступным тыдні. Уехав в Россию, села, города, не встретит такую, як ты, сирота. Приехав додому, аж под ворота, ой, вийди, дівчина моя сирота. Ой, вийди, дівчина моя сирота. Мы только что записали песню «Гуляла дзяўчына» для проекта «На перату мінула». Делали мы вместе с Кириллом. Да, на самом деле мне показалось, что аранжировка получилась очень интересная, очень достаточно необычная в стиле том, которым хотел сделать Владимир. Я думаю, что у нас работа получилась. Гуляла дзяўчына у вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву, шипала, кидала аж под ворота. Не смейся, казача, что я сирота. Гуляла дзяўчына в вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву. Гуляла дзяўчына в вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву. Не бойся, дзяўчына, сватаць не прыйду, поеду Россию, покраще найду. Объехал Россию, села, города, не встретил такую, як ты, сирота. Гуляла дзяўчына в вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву. Гуляла дзяўчына в вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву. Приехал додому, аж под ворота. Ой, выйди, дзяўчына моя сирота. Ой, вышла дзяўчына заплаканая, по личику видно засватаная. Гуляла дзяўчына в вішнёвым